Сводка о событиях в ДНР и ЛНР в январе 2019 г. От военкора, МАК. Отдаю долги по сводкам событий, произошедших на линии соприкосновения в ДНР в январе 2019 граммов. Данные о столкновениях и обстрелах, где использовалось не только стрелковое оружие, за месяц свел в одну компактную, наглядную и получившуюся уникальной таблицу. Населенные пункты, что в таблице ниже, идут по дуге, по линии соприкосновения с северо-восточной ее части на юго-запад к Азовскому морю. Наглядно по районам показана интенсивность, регулярность и сила обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. Теперь о некоторых событиях и еженедельной статистике. Общее количество обстрелов в ДНР со стороны ВСУ за период 5-11 января – 37. За этот же период ВСУ обстреляли ЛНР 18 раз, противникам было выпущено более 90 минут и снарядов. 5 января в 12:35 в районе северо-восточнее Авдеевки наблюдатели зафиксировали работу группы инженерной разведки 93-й механизированной бригады в количестве 4 военнослужащих, которая проделывала проход в минно-взрывных заграждениях. 10 января около 13 часов во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода попали под прицельный огонь ВСУ с применением ПТУ. За этот же период ВСУ обстреляли ЛНР 25 раз, противникам было выпущено более 340 минут и снарядов. При этом огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата. Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не погиб и не пострадал. Общее количество обстрелов в ДНР со стороны ВСУ за период 19-26 января – 105. Погиб 1 военнослужащий армии ДНР и ранен 1. За этот же период ВСУ обстреляли ЛНР 22 раза. Противникам было выпущено более 200 минут и снарядов. 19 января ночью к бойцам армии ДНР попал в плен боевик 58-й бригады ВСУ Станислав Панченко. На допросе он рассказал о том, что попал в плен, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, и том, как пошел в армию, чтобы избежать наказания за уголовное преступление. 22 января под покровом темноты на Мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве 4 боевиков предприняла попытку скрытно приблизиться к позициям бойцов ДНР.
Общее количество обстрелов ДНР со стороны ВСУ за период 26 января, 1 февраля, 100. Погибло 2 и ранен 1 военнослужащий армии ДНР. Читайте также, кромешный ад. Украина стала едва ли не самой опасной страной в мире. За этот же период ВСУ обстреляли ЛНР 29 раз. Противником было выпущено около 500 минутных снарядов. К счастью, такие обстрелы редкие, в основном работают снайперы, крупнокалиберные пулеметы и минометы.